Дисквалификация от чемпионатов – это не отстранение ото льда. Все это время Данис Зарипов тренировался самостоятельно. На льду мы его встретили сегодня. Говорит, с первого дня верил, что сможет добиться оправдания. Конечно же, ощущения были самые положительные и много эмоций. Это можно сравнить с победой в чемпионате. Новость о скором возвращении на лед накануне пришла из Лозанны. В Швейцарии спортсмен оспорил решение о дисквалификации в спортивном арбитражном суде. Срок его отстранения от игр сократили до 6 месяцев. Напомним, летом хоккеист подписал 2-летний контракт с Акбарсом, но дисциплинарный комитет отстранил его до 2019 года из-за положительной допинг-пробы. Восстановил справедливость, восторжествовал, потому что все, наверное, здравомыслящие люди понимали, что Данис Зарипов все, что добился, вот этого имя, которое он себе сделал в хоккее, исключительно потом, кровью, трудом. Пока шли разбирательства, Данису Зарипову поступали предложения из разных клубов, в том числе из заокеанских. Но подписывать контракты хоккеист не стал, а все это время тренировался в Казани. Болельщики надеются, Данис Зарипов возобновит контракт с Акбарсом, ведь там он провел 13 лет и стал звездой мирового хоккея. Болельщик, я думаю, соскучился по Зарипову. Болельщик и с самого начала ожиданиями сезона жил, что Зарипов будет играть в Акбарсе. Я болею, честно говоря, за него. Я надеюсь, что он перейдет в Акбарс. Я очень рада, что опять могу смотреть его игры. Если он будет за Акбарсом, мы еще рады будем. Руководство Акбарса пока официально не комментирует возможные переговоры с Зариповым. Команда сейчас в поездке пока. И завтра, она сегодня ночью возвращается. Сегодня играл в Уфе. Я думаю, вообще комментариев там никто не даст. Тем не менее, на официальном сайте Данису пожелали дальнейших побед и выразили надежду, что карьерный путь он продолжит в Казани. И сам хоккеист не исключает возможности снова влиться в родную команду. Клубы рассматриваем все, но в приоритете Акбарс, и первый разговор будет с Акбарсом. Думаем, этим многое сказано. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.